Это актуальное интервью на Якутия-24. Ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с немецкими коллегами вернулись из международной экспедиции с Чукотки. Ученые обследовали озера, типы растительных покровов, отобрали пробы почв и планируют изучить образцы, после чего получат новые сведения о генетических особенностях ценных промысловых видов ихтиофауны. Об этой экспедиции, а также других исследованиях и научных проектах по изучению экологического состояния Арктики мы поговорим сегодня с научным сотрудником российско-германской лаборатории БИОМ Сарданой Левиной. Сардана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Вначале давайте поговорим об экспедиции на Чукотку. Почему Чукотка, а не Якутия, и что интересного членам экспедиции там удалось разведать? Экспедиция Чукотка-2018 состоит из двух частей. Первая часть работы была выполнена на Чукотке непосредственно, где было исследовано два крупных озера – Илерней и Раучи-Катгын. Вторая часть экспедиции проводится сейчас. Часть членов экспедиции отправилась на Лено-Вилюйское междуречье, то есть Центральная Якутия. Главной целью экспедиции было собрать пробы донных отложений, изучить растительность, ихтиофауну, пыльцу и сбор проб фитопланктона для изучения диатомовых водорослей, которые стали бы очень хорошим прокси-индикатором и показали бы изменение климата прошлого данных озер. Эта территория интересна тем, что озеро Эльгигытгын, озеро Эльгигытгын, которое было исследовано в первой экспедиции, было образовано 3,5 миллиона лет назад, и на прошлой экспедиции был отобран керн длиной 3 метра, который был датирован возрастом около 50 тысяч лет. На этой же экспедиции был отобран керн длиной 13 метров, который может дать очень хорошую информацию про климат прошлого этих озер, потому что эти озера образовались и действовали в период последнего оледенения, поэтому они могут дать хорошую информацию про именно этот период. Ваша лаборатория работает уже 7-й по счету год. Что удалось сделать за это время и насколько вообще изучена арктическая часть Якутии в плане экологического состояния? Да, наша лаборатория была образована в 2011 году. Инициатором образования данной лаборатории были 3 организации. Это Институт морских полярных исследований имени Альфреда Вегенера, наши партнеры из Германии, Казанский федеральный университет и Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Главным научным сотрудником, научным руководителем нашей лаборатории является главный научный сотрудник СФУ, доктор географических наук Людмила Гафина-Пестрякова. Она является главным координатором и организатором всех вот этих международных совместных экспедиций и проектов. То есть наша лаборатория, она служит некой базой для совместных международных исследований, которые проводятся на территории России. А все-таки результаты какие удалось достичь за эти 7 лет? Нами исследованы все бассейны основных рек арктических: Индигирка, Колыма, Анабар и низовья реки Лены, по которым созданы базы данных и зарегистрированы под обладателем является Северо-Восточный федеральный университет. А что нового и интересного с этих мест удалось узнать? Был собран очень длинный керн, 13 метров, это достаточно очень такой хороший результат по нашим исследованиям, мы считаем. И если 3-метровый керн был датирован возрастом 50 тысяч лет, да, то это, если грубо так посчитать, можно посмотреть в 1 сантиметре 160 тысяч лет. И то есть можно по этим сантиметрам исследовать, какой был состав вод, какие были условия в те или иные годы. А как вы можете в целом охарактеризовать экологическое состояние арктических районов Якутии и как оно меняется с движением времени? Конечно же, каждый водоем, который мы исследуем, мы анализируем на предельно допустимые концентрации разных веществ, различных веществ, также по сопробности, то есть на чистоту или загрязнение. Да? Также, если говорить про динамику и про какие-то процессы, это нужно проводить систематические исследования, то есть 2-3 раза съездить этого недостаточно. Надо исследовать спустя некоторые промежутки времени, и только тогда мы сможем вывести какую-то определенную четкую такую динамику. Вот, к этому мы идем. Это наша цель. А в базе данных озер, которую как раз ваша лаборатория составляет, информация о скольких озерах содержится на данный момент? Если говорить о базах данных, которые зарегистрированы и имеют свидетельство, охранный документ, на данный момент их 5 по бассейнам рек Индигирка, Колыма, низовья Лены, Анабар. То есть количество озер я сейчас точно не смогу сказать, но это очень такая достаточно обширная база, где содержится вся информация абсолютно, которая была получена в ходе этих исследований.
В чем состоит уникальность Уникальность этой базы? этих баз состоит как раз-таки в том, что таких баз по Якутии их нет в принципе. То есть мы, можно сказать, первые зарегистрировали именно вот эти данные. А почему, если вы первые, почему раньше не проводились такие исследования? Ну, я думаю, что это очень связано с труднодоступностью этих регионов, потому что не каждый сможет добраться как бы так далеко на север. Для этого нужно очень хорошее финансирование. А тогда такой вопрос. Не только у наших как бы якутских ученых, а у ученых России возникает интерес к Да, нашей конечно, природе возникает для интерес, исследований? да. Мы сотрудничаем с федеральными университетами, Казанский федеральный университет, как я говорила, РГПУ имени Герцена, МГУ. Мы все вот совместно проводим исследования, пишем совместные статьи, то есть обмен опытом и такой информацией. А в чем, в частности, тогда интерес немцев заключается к нашему региону? Интерес к Арктике сейчас не только у немцев, а всего научного сообщества, потому что Арктика – это просто уникальный, можно сказать, природный объект, особенно арктический сектор Якутии, потому что здесь резкоконтинентальный климат, вечная мерзлота, зима продолжительностью в тундре почти 9 месяцев, можно сказать, и Арктика, она очень мало изучена и представляет собой вообще огромный просто природный резервуар, который сохраняет все природные компоненты в первозданном виде. Но у нас якутяне, в частности, всегда привыкли искать немножко второе дно в таких ситуациях. Вот, допустим, японцы у нас проявляют интерес из-за того, что хотят опробовать свое оборудование в наших таких непростых, суровых северных условиях. Как вы считаете, другие регионы тоже имеют какой-то вот такой вот меркантильный, что ли, интерес, нежели научный? Или все-таки научный интерес выше? Мне кажется, вот в таких ситуациях все-таки нужно смотреть шире, и как бы для общей науки мы работаем как бы на мировую науку. То есть мы не можем препятствовать тому, что кто-то должен приезжать, мы работаем совместно, а результат у нас совместный, поэтому и у нас плюс, как бы и у них. И плавно перейдем к теме госзаказов. Какие госзаказы вы выполняете и используете ли вы результаты вашей деятельности в составлении социально-экономических программ, в частности, и других основополагающих документов о развитии? Мы работаем по государственным заказам Министерства образования и науки Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных исследований, а также совместно с Министерством образования и науки Федеративной Республики Германия. То есть мы пишем совместные международные проекты, не только международные наши, по России тоже пишем проекты. Проекты поддерживаются, и, собственно, в рамках вот этих вот проектов мы работаем и делаем исследования, проводим экспедиции. А у недропользователей наших какой интерес проявляется? Так, если говорить о использовании данных республикой нашей, да, мы участвуем в проекте под названием «Якутская комплексная экспедиция», которая рассчитана до 2020 года. С перспективами на будущее она называется. И мы работаем именно по водным ресурсам. И каждый год в виде отчета вот все наши данные, исследования, они передаются как бы Академии наук Республики Саха-Якутия. А если говорить про недропользователей, то основным, наверное, пользователем наших вот результатов является Министерство охраны природы Республики Саха-Якутия, Ленское бассейновое водное управление. И также мы работаем по договорам с такими организациями, как Алроса, Алмаза Анабара. То есть, если им нужно провести какие-то исследования, анализы, экспертизы, они могут к нам обращаться, мы всегда открыты к сотрудничеству. С учетом того, что вы работаете с такими по-настоящему крупными компаниями, у вас, наверное, есть опыт исследований, как промышленность вообще в целом влияет на наш, так скажем, климат, нашу экосистему и на нашу природу. Конечно же, безусловно, промышленность влияет, особенно на территории Арктики. Если, допустим, даже по тундре пройдется тяжелая техника, то этот ландшафт уже практически не восстанавливается. Там уже образуются такие болотистые места и уже дальше водоем. Да? То есть очень чувствительна тундра к малейшим изменениям и к малейшему воздействию антропогенного фактора. Если говорить вот о наших исследованиях, мы больше заинтересованы в таких местах, в которых нет промышленной деятельности, потому что наша цель – это реконструировать именно фоновый такой режим. Именно вот в первозданном виде, как выглядит природа, вот мы хотим так, именно где нет антропогенного фактора. бездействия человека. Чтобы проводить такие исследования, как у вас, необходимо очень много дорогостоящего и современного оборудования. Как на сегодняшний день оснащена ваша лаборатория и с чего вы начинали в 2011 году, тоже было бы интересно. Как раз таки, когда была организована наша лаборатория в 2011 году, в Северо-Восточном федеральном университете действовала программа развития федеральных университетов. И в то время университет снабдил нас всем необходимым оборудованием. В частности, это, можно сказать, очень хорошие световые микроскопы,
фирмы Карла Зейса с цифровыми фотокамерами. Также снабдил нас всеми лабораторным оборудованием для проведения анализов. Также с немецкой стороны, со стороны партнеров безвозмездно, можно сказать, был отдан университету почти все полевое оборудование. Здесь можно выделить очень хороший БУР компании UVTech, австрийской фирмы, которой, как мы знаем, нет ни в одной российской организации на данный момент. А большая часть вашей работы заключается не в лаборатории, а как раз-таки в экспедициях. Куда и на какие длительные сроки вы ходите в экспедиции? Экспедиции у нас проводятся ежегодно, по 2-3 экспедиции в год. Обычно они бывают в летний период. Также у нас и бывают и зимние экспедиции. Готовится экспедиция примерно минимум за год, потому что нужно подготовить все документы. Если, допустим, экспедиция проводится в летнее время, то мы отправляем экспедиционный груз уже зимникам. То есть заранее уже груз отправляется, подготавливаются документы, затем приезжают уже все участники, получается, и едут дальше. Экспедиция в среднем длится где-то примерно месяц. Так. А месяц – это такой жесткий срок или бывает, что на полгода возможно? Нет, такого длинного периода не было. Обычно мы вот именно в период такой, когда тепло, идет период вегетации. А за этот месяц вы успеваете отобрать все пробы или все-таки необходим другой срок, но вам не позволяют, допустим, какие-то рамки? Я думаю, этого месяца это достаточно, чтобы отобрать пробу, потому что в экспедициях обычно работают круглые сутки, с утра и до вечера. Просто нужно по максимуму использовать время, которое ты находишься в поле. А что в ближайшем будущем предстоит вам исследовать и какие задачи ставите на ближайшее время? Не только для нас, но и вообще для всего мира, я считаю. Да? Следующая ступень в науке – это изучение ДНК. Вот наши партнеры из Германии уже осваивают эту деятельность. Направление в городе Потсдам у АВИ была построена новая лаборатория по изучению именно ДНК. И они очень заинтересованы в том, чтобы создать лабораторию на базе нашего Северо-Восточного федерального университета. И чтобы в Якутии была своя лаборатория. Потому что здесь мы, допустим, обрабатываем пробы только до определенного уровня, а дальше как бы уже отправляем за границу. Да? А так мы могли бы уже у себя все обработать. Вот такие... Сардана Николаевна, спасибо, что пришли, уделили время и приехали к нам в студию. Желаем вам успехов в ваших исследованиях. А я напомню, что в гостях у нас была Сардана Николаевна Левина, научный сотрудник Российско-германской лаборатории по изучению экологического состояния Арктики «Биом». Поговорили мы об исследовании Арктики. В студии работал Василий Радченко. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия 24.